Вы смотрите «Вести Темано-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил выделить более 325 миллионов рублей на реализацию проекта «Народный бюджет». Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Профессия учитель. Педагог Сосногорской третьей школы рассказал о секретах своей работы. Вместе ярче. Сотрудники Сосногорского ГПЗ запустили энергосберегающую акцию. Активное долголетие. В Сосногорске прошла спартакиада для людей старшего возраста. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов глава Республики Коми поручил выделить более 325 миллионов рублей. О том, на какие цели будут направлены эти средства, в нашем материале. На территории Сосногорского района народные проекты реализуются с 2015 года. Тогда они назывались «малые проекты». За это время удалось реализовать около 5 десятков инициатив. Так, например, в рамках народного бюджета появились спортивные комплексы на городском лыжном стадионе «Черемушки», в поселках Керки и Поляна. А в семейном парке Юготлун установлены уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году самодеятельные творческие коллективы обзавелись новыми сценическими костюмами, а в этом распахнул свои двери медиацентр для школьников и молодежи на базе Дома детского творчества. Проект «Народный бюджет» – это отличный инструмент для поддержки инициатив жителей. Я сама несколько раз принимала участие в обсуждении проекта народного бюджета, в частности, в сфере образования. И с каждым годом количество активных жителей растет. Растет и число новых, действительно интересных проектов. В нашем районе уже работает и центр робототехники, и современный ТИР, и интеллект-центр для молодежи. Совсем недавно открылся медиацентр для детей. Все это идеи, которые стали реальностью благодаря народному бюджету. Решение главы региона Сергея Анатольевича Гапликова об увеличении финансирования проектов считаю очень важным и своевременным. Чем больше поддержки, тем больше новых полезных проектов будет реализовано. С каждым годом этот проект становится все востребованнее. Люди поняли, что с его помощью можно решать самые разные проблемы местного значения. Отремонтировать колодцы, убрать несанкционированные свалки, модернизировать уличное освещение. И если в первые годы на финансирование проекта из республиканского бюджета было выделено около 40 миллионов рублей, то в этом году сумма субсидий возросла в 2 раза. На эти средства по всей республике было реализовано 277 народных проектов. Их будет еще больше. По поручению главы Коми финансирование будет еще увеличено. В следующем году благодаря субсидии сумма народного бюджета вырастет до 124 миллионов рублей, а в 2021 до 200 миллионов. Очень хорошо, что Сергей Анатольевич Гапликов своим постановлением выделяет еще дополнительные средства на реализацию народных проектов для того, чтобы больше населения могли свое волеизъявление, так сказать, высказать при обсуждении, и можно было еще больше сделать проектов для улучшения жизни населения муниципального района. Еще одно важное решение – увеличение предельной суммы реализации народных проектов вдвое. До 600 тысяч в сфере культуры, спорта, образования, занятости населения и на обустройство холодного водоснабжения. На инициативы предпринимателей по решению социально значимых вопросов до 800 тысяч рублей. И до 1 миллиона субсидия на благоустройство и ремонт дорог. Масштабы значительные, а это позволит еще эффективнее объединить усилия жителей, властей и бизнеса для решения вопросов местного значения и экономического развития региона в целом. Елена Двожак, Вести Темано, Сосногорск. Уже в эту субботу педагоги всей страны отметят свой профессиональный праздник. Сосногорск поистине славится учителями. Ведь это не просто работники школы, а люди, которые открывают перед нами новый мир. Обычный школьный день. Урок литературы. 10 класс Сосногорской школы номер 3 разбирает любовную лирику известного классика Александра Сергеевича Пушкина. А помогает им в этом учитель русского языка и литературы Нина Николаевна Евсеева. Уже 23 года она делится с воспитанниками своими знаниями и прививает любовь к школьным предметам. После завершения учебы в школе я поступила в Сыктывкарский педагогический колледж номер 1 на учителя начальных классов. Получила там образование очень качественное. И по первому диплому я учитель начальных классов.
Но на этом она не остановилась. Сразу после получения первого диплома поступила в Сыктывкарский государственный университет, по окончанию которого получила диплом педагога русского и коми-языка и литературы. Свою профессиональную деятельность она начала в Ударском районе, где сначала учителем, а затем заместителем директора проработала 6 лет. В своей работе, наверное, считаю такими яркими образцами, так скажем, кумирами, не кумирами. У меня директор школы Линдфрида Эммануиловна, где я училась по Моздинской школе, и в этом году 80 лет исполнилось. Наверное, человек, который на своем месте и своим примером показывает, каким должен быть учитель. Уже 17 лет Нина Николаевна преподает азы русского языка и литературы в Сосногорской 3-й школе. Помимо своих предметов, у нее имеется и классное руководство. Сейчас педагог воспитывает 10 и 5 классы. И все они отзываются о ее работе с теплотой. Лично я здесь не с 5 класса, как многие, а с 10. Но могу сказать, что она очень хороший педагог. С первого, когда я сюда пришла на 1 сентября, когда мы все собрались, мне было очень интересно. Она меня поразила. Мне говорили многие, что она очень хороший, сильный учитель. Думаю, она это доказала. Несмотря на большую загруженность, Нина Николаевна успевает участвовать и в различных профессиональных состязаниях. Так, например, в этом году она заняла 1 место в республиканском конкурсе «Классный-классный». Он начался еще в мае, вышел приказ, было положение, он состоял из 2 этапов, это заочный и очный. Надо было подготовить на заочном этапе программу воспитательной работы, написать эссе. Но это так, кажется, это все легко, а когда начинаешь все это делать, конечно, без опыта работы участвовать в этом конкурсе невозможно, потому что надо там показывать и свои наработки, и классные часы, и родительские собрания, и методические разработки, и все это публиковать на своем сайте. Своего классного руководителя с победой воспитанники поздравили на высшем уровне. Букет цветов и большое количество приятных слов растрогали любимого учителя. На 2-й день я пришла, они меня здесь букетом встречали, поздравляли. Очень много хороших слов даже от выпускников 2005 года, которые уже сами папы, мамы, от родителей очень много слов признательности. Я благодарна им, конечно, приятно. И в коллективе тоже поздравили меня. Профессия «учитель» для Нины Евсеевой, по ее собственному выражению, это бесконечное движение и азарт, за которым надо успевать. Это стремление испытать свои возможности, поделиться своими знаниями со своими учениками и видеть, что они выше тебя на голову, они лучше тебя, они умнее тебя. Наверное, это самое важное. Безусловно, роль учителя требует полной самоотдачи и непрерывного саморазвития. При наличии этих качеств педагог становится для своих учеников ориентиром в этом мире. Таким ориентиром, которым стала для своих воспитанников Нина Николаевна. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вместе ярче! Именно по таким лозунгам работники Сосногорского газоперерабатывающего завода провели акцию, посвященную энергосбережению для дошкольников и школьников города. Полезный праздник. А именно такое название получил фестиваль в народе. Уже сейчас он проходит во многих городах России. В прошлом году в регионах страны в поддержку этой акции проведены тысячи различных мероприятий. Теперь ее частью стали и сосногорцы. Я считаю, акция это безусловно полезна. Ребята узнают много нового. Мы надеемся, что они также передадут это своим друзьям, родителям, как правильно вести себя и беречь энергию. В рамках фестиваля энергосбережения представители Сосногорского ГПЗ организовали экскурсию на завод для студентов профильной специальности Сосногорского технологического техникума. Экскурсию для учащихся провел главный энергетик завода Андрей Кеник. Студенты, обучающиеся на специальности монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, смогли на практике увидеть, как важны теоретические знания, полученные ими во время учебы. Они посетили ремонтно-механический участок, а также промышленную площадку цеха по переработке газа номер 8. Посетили работники Сосногорского ГПЗ и детские сады с уроком викториной на тему энергосбережения. А на этой неделе заглянули в 3-ю городскую школу. Несмотря на такую достаточно серьезную глобальную тему, малыши активно тянули руки и отвечали на вопросы. Угадай, кто ветром дует и над головой колдует, смыв с волос густую пену, сушат волосы им люди. Давайте дружно. 3-4. Молодцы.
Второклашек познакомили с таким понятием, как электроэнергия, а также рассказали, для чего и как ее нужно сберегать. Урок, несомненно, прошел не зря. Ребята с большим любопытством выслушали гостей. То, что нельзя, вот когда ты заряжаешь телефон, он зарядился у тебя, и нельзя его, то есть, выключать можно, но нельзя его оставлять в розетке. Вот, а еще то, что нельзя оставлять, вот где компьютер работает, нельзя оставлять его возле этой батареи. Я узнала, что в этом мире нельзя тратить энергию, что надо свои мониторы, компьютеры отставлять немного от батареи, чтобы они не перегревались и не ломались. Еще нельзя оставлять холодильники открытыми дверцами и ставить сразу горячую приборы в холодильник, а то холодильник может сломаться. После такого продуктивного урока второклассники поняли, что беречь электроэнергию в наше время важно и жизненно необходимо. И мир, в котором мы живем, полностью зависит от нас. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Участники интеллект-центра «Мост» решили разнообразить время, проводимое ребятами в образовательном учреждении. Детям предложили отвлечься от повседневных обязательных уроков и попробовать свои силы в интеллектуальной игре. Участниками викторины, проходившей в формате популярной передачи «Своя игра», стали учащиеся школ Сосногорска. Вопросы на разные темы разной сложности испытали на себе ученики 1 и 2 школ города. 2 раунда по 5 тем в каждом. В перерыве игроки презентовали свои команды друг другу как политические партии с выдвижением кандидата и последующими выборами. В своей игре больше всех очков набрала команда 2 школы, а в импровизированных выборах победила команда 1. На этой неделе отмечался Международный день пожилых людей. В Сосногорске празднику было посвящено множество мероприятий. Люди почтенного возраста могли проявить себя в творческих конкурсах и на спортивных состязаниях. Так, например, сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялась спартакиада по различным видам спорта для пожилых горожан. Андрей Калиничев продолжит. В здоровом теле здоровый дух – это утверждение справедливо для людей всех возрастов. В Сосногорске возможности заниматься спортом созданы как для детей, так и для взрослых и пенсионеров. Главное – желание поддерживать себя в хорошей физической форме и стремление побеждать. Это, во-первых, дает заряд бодрости, здоровья, оптимизм. Спорт – это наше все. Физические нагрузки ежедневные. В зимнее время занимаемся лыжами. С друзьями ходим почти каждый выходной. Участниками спартакиады стали 3 команды – «Оптимисты», «Девчата» и «Улыбка». Многие спортсмены, несмотря на возраст, не только выступают за здоровый образ жизни, но и ведут активную общественную деятельность. Именно для таких людей в Сосногорском районе успешно работает проект «Клуб Активное долголетие», благодаря которому пенсионеры могут посещать различные культурные и спортивные мероприятия. Сосногорцы почтенного возраста личным примером доказывают, что их года – это не только богатство, но и новые возможности. Это спартакиада для самых активных жителей нашей страны, которые ведут активный образ жизни, активную социальную политику, активную жизненную позицию у них. Это дает им, во-первых, опять же, общение, хорошие эмоции положительные, и долгие годы жизни. Программа спартакиады началась с творческого задания. Затем спортсмены приняли участие в различных подвижных конкурсах. А в завершении мероприятия все желающие смогли выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Предстоящие выходные из-за влияния циклона ее характер заметно не поменяется. В субботу ожидается сильный дождь. В воскресенье с отходом циклона осадков станет меньше. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем составит 2-7 градусов тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!